написано так: Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Бог силен обогатить всякой благодатью. Аминь. Чтобы мы всегда во всем имели всякое довольство, это первое. И второе, были богаты на всякое доброе дело. Аминь. Давать на Царство Божье, это доброе дело. Это очень доброе дело. И Бог такого человека, Он не оставит без благодати, без благословения. Он не останется без куска хлеба, Он не останется без работы. Он не останется и весь такой в долгах, всю жизнь он в долгах. Такого не будет. Это на самом деле, потому что Бог это обещает. Еще давайте откроем Второзаконие 8, с 10 стиха, 11 стих тоже прочитаем. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его». Но одна из заповедей, вообще-то, говорится, что 6 дней работы, 7-й посвящай Богу. Ну, немножко жаль, что у нас прямо так много. Так. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его, и законов, и постановлений Его, которые сегодня заповедуют. И когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы». С 10-го. «Когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе». Аминь. Вы знаете, вот есть люди, я не осуждаю их, но почему-то так происходит, человек пришел в церковь, ходил какое-то время, да, и все у него восстановилось. И в семье восстановилось, и на работе восстановилось, и с финансами восстановилось, и со здоровьем восстановилось, все стало хорошо, и что-то его не стало. Как-то так. А Бог что нам говорит? Когда будешь есть, насыщаться, не забывай, берегись, чтобы не забыл ты Господа. Аминь. Поэтому давайте мы будем сейчас из чувства благодарности. Господи, я благодарю Тебя. Возможно, ты не прорвался где-то в чем-то, да? Но это не означает, что это будет пожизненно и вот навеки вечный. Такого не будет. Аминь. И когда ты будешь давать из чувства благодарности, помолись, скажи: вот Господь, я. Вот мое пожертвование, Господь. Вот ты видишь мое сердце, Господь. Я даю тебе, Господь. И я верю тебе всем сердцем. Я не доверяю своей голове. Я доверяю Слову Твоему. Аминь. Аминь. Бог благословит вас. Так, а из какого стакана можно пить? А вот посередине. Вот посередине. Вот этот? Ага. Не привыкла с микрофоном в руках. У меня стойка стоит. А можно как-то воткнуть? Дима, можно стойку, да? Пожалуйста. Вот он. Да, это классно. Так. Пытка проповедью. Нет, возлюбленные во Христе. Саша, здравствуй. Где бы я тебя еще увидела? Слава Господу. Рада очень тебя видеть. Кто помнит, сегодня какой день? Ну, если по городу посмотреть, то сегодня вербное. Я не знаю, почему оно вербное. В Писании, по-моему, пальмовые должны быть, по идее. Ну, поскольку, видимо, пальмы растут не везде, то въезд Иисуса Христа сделали международным. А верба – это дерево, в общем-то, международное. Здесь и в других местах растет, гораздо более распространенное. Ну, значит, поскольку такой день, я, наверное, коснусь некоторых вопросов Пасхи.
здорово, когда все три Пасхи совпадают: еврейская, протестантская и православная. Но это бывает крайне редко. В этом году православная Пасха, празднование, день, дата, отстоит очень далеко от еврейской и от протестантской. Протестантская, католическая вместе празднуется. 4-го мы праздновали 4-го. И мы в этом году празднуем все три. Приняли решение, поскольку Иисус наш Господь есть Пасха наша, каждое воскресенье практически это пасхальное воскресенье. Аминь, аминь. Итак, в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим. Я не буду передавать порядок еврейских моментов этого праздника, но примерно в это же самое время, когда Иисус въезжал в Иерусалим, отбирался в каждой еврейской семье агнец. И в течение 5 дней наблюдался для того, чтобы его принести в жертву без порока и без пятна. И этот агнец был как раз пасхальный. И Иисус въехал как раз в город в это время, и он является агнцем пасхальным. В течение 5 дней весь еврейский народ наблюдал за ним. И, как вы знаете, порока и пятна в нем не было найдено. Потому что он предстал и перед Синедрионом, он предстал и перед Понтием Пилатом, и никто не мог его обличить или уличить в каком-то неправедном или злом поступке, не говоря уже о грехе. И Иисус является тем самым пасхальным агнцем. Для нас, для христиан, для людей, которых Бог собрал из разных народов и языков. Но есть очень серьезная предыстория этого праздника. В еврейской традиции этот праздник называется Песах. И если вы знаете, а вы точно знаете, здесь присутствующие, в книге «Исход» подробно описана первая Пасха, которая была осуществлена по указанию Бога. Есть еще более ранняя предыстория. Это книга «Бытие». Это моя любимая книга. У меня 2 любимые книги в Библии. Книга «Бытие» и книга «Откровение». Они очень взаимосвязаны. И я оттолкнусь от книги «Бытие». В еврейской традиции, когда Бог создавал небо и землю, это был очень интересный момент в истории, потому что на самом деле с Земли не все началось. Вселенная существовала, и тьмы и тем ангелов существовали, и огромное количество еще созданий и творений, о которых мы даже не подозреваем, они уже существовали до создания Земли. И это классно, потому что в вечности мы многое с вами увидим, что нас удивит и кардинально изменит наше представление о Божьем творчестве. Но поскольку Бог замыслил очень интересную историю для особенного творения, который назвал человеком, то единственное творение – это мы с вами, созданное Богом по Его образу и подобию. И это качество, которое нас делает одинаковыми, наша воля, наш свободный выбор. А значит, должно быть условие. Ну, все созданные творения Бога видели. И видят постоянно. И сколько они до нас видели, при нас видят уже 6000 лет практически, да? И вместе с нами мы будем смотреть, до сих пор творения удивляются. Каждый раз, когда смотрят на Бога, Он свят. Аминь. Вот с какой бы стороны ни зашли, Бог свят. Они удивляются, они видят. Мы с вами не видим. И поем псалмы как мантры, возгревая в себе веру, что Он святой. Когда-нибудь поверим.
И в тот момент, когда мы в это поверим, мы Бога узрим. Понимаете, возлюбленные, все творения любят Бога, потому что видят. А нам дано было вот такая данность – полюбить Бога, не видя Его. И потому Бог во всей своей вселенной отделил пространство, в котором Он сделал себя невидимым. Он есть, Он здесь, Он на любом месте, потому что там, где Бога нет, там ад. Но мы же не в аду. Я верю, что мы не в аду. У вас такая тишина, вы в аду. В аду тишины нет. Разговаривать. В аду кричат. Кто как. И была, не знаю, слава Богу. Он сделал себя невидимым вот только на этой части Вселенной, только здесь. Этим мы все отличаемся от других концов Вселенной. И после этого создал землю, создал небо вокруг земли и сотворил человека. И вот мы, не видя Бога, должны научиться Его любить. Это должен быть наш выбор. Потому 2 дерева посадил главных в саду Эдемском. Древо жизни и древо познания добра и зла. Мы должны выбирать, от какого дерева кушать плоды. Там что-то произошло не очень хорошее, выбор был неправильный. У наших прародителей. Мы их простили? Мы простили их или нет? Слава Тебе, Господи, за милость, которую дал нам наш характер. Мы простили наших прародителей за их неправильный выбор. Но благодаря их неправильному выбору у нас очень интересная жизнь. Веселая. Не просто веселая, а развеселая. Потому что у нас есть некто, который не дает нам дремать. Так вот, с момента грехопадения Адама и Евы началась человеческая история. И она закончится с момента прихода Иисуса Христа на эту землю. Человеческая история закончится. Начнется какая-то другая история, о которой в Библии не написано, потому что Библия только для нас. Во Вселенной Слово Божье гораздо больше и масштабнее. А вот это узкий профиль для узких людей, которые должны выбрать между древом жизни и древом познания. Все, выбор короткий. И поэтому книга маленькая. Всего 66 книжечек. Включает в себя. И суть в чем? О чем я должна вам сегодня напомнить? Вы все это прекрасно знаете. Но воспоминание, постоянное воспоминание и напоминание себе позволяет нам увидеть откровение. То есть Бог скрытый становится открытым, явным. Суть в том, что здесь на земле, среди появившихся существ и творений, а также ангелы, которые знают и видят Бога, и ангелы, которые потеряли свое достоинство. Вот мы на такой арене театральной находимся. На нас смотрят все. Мы никого не видим. Ну, примерно как в полиции, да, когда в допросную заходит человека, ему кажется, что он один на один со следователем, а там за стеклом развлекаются, глядя на всю эту историю. Вот мы с вами в допросной. Жизнь все интереснее становится, да? Есть одна очень важная вещь. Вот в этот короткий промежуток времени мы должны сделать с вами свой выбор. И от этого будет зависеть наше все, наша вечность. Бог не без юмора сотворил таким образом человека, что все-таки даже не видя
мы можем кое в чем разобраться. Нашелся же после Адама Енох, нашелся после Адама Авраам, который, не видя Бога, отозвался на его голос, да? И далее у Авраама, он был первый еврей, который назван этим словом, родились дети, один из которых был сыном по обетованию. У Исаака родились дети, у одного из них было обетование в жизни. У Иакова родились дети, и уже дети Иакова были названы Израилем, дети Израиля. И вот эти благословенные дети Израиля, в которых Бог начал творить утробу, которая должна была родить и выносить Мессию. Предназначение еврейского народа – родить Мессию, явить Мессию этому миру. Слава Господу за этот народ. И момент формирования этого народа очень интересный. Они попали в рабство, причем запланированное рабство. Если вы помните, Бог сказал еще Аврааму о том, что твои детки переживут трагедию. Они попали в рабство, и в рабстве устроились очень хорошо. Вначале. Иосиф был вторым человеком после фараона. Я перечень его страданий не перечисляю, это другая тема. Но когда Иаков со своей семьей в количестве 70 человек пришли в Египет, они были устроены отлично. У них была лучшая земля, у них были самые хорошие взаимоотношения с высокопоставленными людьми в Египте, они устроились хорошо. Настолько хорошо, что стали забывать Бога Израиля. Почему? Ну, потому что хорошо. Вы обратили внимание, когда мы обращаемся к Богу чаще всего? Только когда прижмет. И поскольку Израиль размножился, расплодился в Египте тоже очень хорошо, уже до нескольких миллионов душ дошло, Бог несколько ограничил их возможности в Египте. И они вдруг из высокопоставленной прослойки в обществе превратились в рабов. И это не случайно. Потому что Бог просто-напросто оголил их внутреннее содержание. Египет, государство было очень прогрессивным в то время. Сейчас, в принципе, они продвинутые достаточно люди, но в то время они были очень прогрессивны. И если вы помните из Писания, там было большое количество богов. Не пантеон, как в Греции, они немножко по-другому назывались, но боги Египта были достаточно известны. И поскольку 200 лет евреи находились в Египте, за эти 200 лет боги Египта стали богами Израиля. И, в принципе, они врослись настолько, что для них богом фараон был, как и для других жителей Египта. Их не удивляло состояние рабства, в котором они оказались. Это была принятая форма жизни. Они не очень сопротивлялись. Было всего несколько людей, которые молились и взывали к Богу Израиля. Но поголовное число евреев, которые находились в этом рабстве, их устраивало все. Почему? Потому что быть рабом гораздо выгоднее, чем быть свободным. Тишина в зале. Аплодисменты. Быть рабом гораздо выгоднее, чем быть свободным. Как раз вот к нашей ситуации. Есть люди, которые говорят, я свободный человек, поэтому я могу прийти на служение или могу не прийти на служение. Это не свобода. Это как раз проявление того самого рабства. Потому что Бог никогда не призывал выйти Израиль из Египта, чтобы выйти из рабства. Бог призвал выйти Израиль из Египта.
Да, из этой страны. Для того, чтобы стать его народом. Аминь, аминь. Для того, чтобы поклониться Богу и стать рабами Всевышнего. Аминь. Совершенная свобода – это быть рабом Всевышнего. Аминь. Аминь. Совершенно другая форма взаимоотношений. Но миссия раба, обыкновенного раба, это достигнуть успеха и хорошей жизни. То есть занять место хозяина. Многие евреи, которые жили в Египте, их не устраивало только одно. Их не устраивало то, что они не на месте своих хозяев. А миссия свободного человека – это исполнить Божье предназначение. Аминь, аминь. То есть стать именно тем, каким Бог сотворил. Поклоняющимся в духе и в истине Богу живому и истинному Богу богов. А это требует огромного, колоссального труда. Поэтому быть свободным человеком очень затратно. Нужно встать рано утром, нужно помолиться, нужно позавтракать, нужно отковырять в кошельке десятину или пожертвование, нужно погладить одежду. Можно не гладить, но лучше погладить, потому что люди скажут. Нужно сесть на транспорт, нужно доехать до определенного места, нужно вытерпеть любовь братьев и сестер. И не дай Бог прикосновение Божье, которое потребует от тебя покаяния. Это жертва. Это большая жертва. Поэтому свобода – это цена. И это большая работа. Чтобы подняться специально для встречи с Богом в воскресенье, рано утром, это нужно для себя поставить задачу. Раб никогда этого не делает. Раб говорит господину: что мой хозяин надо? Хозяин говорит: все, сегодня выходной, отдохни. И раб спокойненько, не задумываясь, какой день недели. Хозяин сказал отдыхать, я отдыхаю. Очень сильно отличается жизнь свободного человека и человека, который находится в рабстве внутри себя. Что же такое рабство? Я вам сейчас скажу. Это состояние, когда человек не свободен в своем выборе. Не свободен реализоваться. Извините, у меня язык сегодня уже заплетается, она говорилась вот так. И человек, который не пользуется плодами своего труда. Мы называем это проклятием. Когда человек не способен пользоваться плодами своего труда. А на самом деле это просто форма жизни раба. Понимаете, возлюбленные? Свободный человек тоже работает. Мы работаем все, практически, да? И не каждая работа, которую мы работаем, нам нравится. Но мы понимаем, что мы на этом рабочем месте находимся, потому что это правильно. Это правильно для меня на сегодня. Поэтому работа, которую я делаю, потому что правильно, меня не оскорбляет, не унижает. Но я с радостью ее выполняю, потому что это правильно. У меня будет заработок, у меня будет возможность благословить нуждающимся, у меня будет возможность послужить Богу, у меня будет возможность не сидеть на иждивении у кого-то другого. Это правильно. Раб, он не может выбрать ничего. Он находится внутри системы хозяин-раб. Единственное, что его не устраивает, это то, что он далеко от места хозяина. Единственное. И если ему удается достигнуть этого места, он счастлив. Потому что задач никаких ставить не надо, целей никаких себе придумывать не надо, приставать ни к кому не надо, хозяин все решит. Социальный пакет тебе даст,
премию, путевку в санаторий, если нужно будет, прививочку, чтобы не кусался, и так далее. Значит, 10 казней кому нужны были в Израиле, в Египте? Кому? Нет. Абсолютно интерферентно. 10 казней нужны были евреям, чтобы евреи наконец определились с богами. И, между прочим, есть исторические документы, в которых записано, что некоторые египтяне изменили отношение к евреям в результате этих казней. Они сказали: ого, какой у вас блат на небе. И в конечном счете часть евреев остались в Египте, а часть египтян вышли с евреями. Но когда Моисей пришел к фараону, фараон прекрасно был осведомлен, он имел достаточно информации о евреях и о их Боге. Он понимал, что такое Бог богов. И он очень четко осознавал, что если евреи узнают, что их Бог над фараоном, то тогда они перестанут быть рабами, он не сможет ими управлять. Его разозлило именно это, фараона. Когда Моисей пришел и сказал: отпусти нас, мы пойдем поклониться своему Богу. Он знал, что их Бог над ним. И если им удастся отойти в сторону на 5 шагов от Бога фараона, они переживут встречу с Богом всемогущим, Богом Израиля, и никогда уже не смогут быть рабами. Поэтому он начал спорить с Моисеем. Но казни нужны были не фараону, а евреям. И следующая вещь, которую я хотела бы заметить. Евреи, на самом деле, даже увидев все вот эти чудеса, они бы не ушли из Египта. Их хозяин, фараон, сказал: пошли вон. Они пошли, потому что их хозяин выгнал. Даже в пустыне, когда они оказались, их внутреннее состояние проявилось, когда они сделали тельца. Нужен был видимый хозяин. На самом деле они готовы были верить в Бога, как в доброго хозяина. Фараон плохой хозяин, а Бог Израиля хороший хозяин. Свободный человек верит в Бога, потому что Бог даятель благ. Человек с рабским мышлением верит в Бога, потому что Бог есть Бог чудес. Вы сейчас меня услышали? Да. Помните, Иисус сказал, что род лукавый ищет чудес и знамений, и они не дастся ему, кроме одного – знамения покаяния. Чудеса вообще это не фишка Бога. Это вещи, которые происходят по ходу событий, по ходу развития, по ходу возрастания. Ну, смотрите, маленькие наши дети. Мы для них, для маленьких детей, как боги. Мы их сотворили. Ну, нам так кажется. Очень часто мы относимся к детям как к сотворенным нами. Хотя дети нам даны Богом на время, как воспитатели. Если нас еще спросится, как мы воспитывали наших детей. Мы их сотворили, мы их кормим, мы их одеваем, мы их растим, мы требуем, чтобы они нам поклонялись. Я серьезно говорю. Потому что если бы мы были заинтересованы в том, чтобы росли свободными дети, то тогда наше воспитание было бы несколько иным. Тогда бы наше воспитание было бы библейским. А так мы творим себе подобных. Ну, кто из нас абсолютно послушен Богу? Рискните.
Огонь сойдет сразу. Увы. Значит, народ с христианской внешностью, но еще не расставшийся с Египтом, собирается на собрание. Добро пожаловать на Пасху. Это ваш исторический момент, когда вы можете расстаться с Египтом. В еврейской традиции исход человек должен совершать каждый день. Первый исход – это была формула, как нужно делать каждый день. Вы меня услышали? Да. Поэтому фараон, он знал, кто настоящий Бог. Моисей знал, кто настоящий Бог. Народ забыл. Народ не знал. И когда хороший хозяин сказал плохому хозяину: отпусти мой народ, и фараон выгнал своих рабов, рабы пошли к хорошему хозяину, который будет творить чудеса. Они шли по пустыне, и они видели чудеса. Видели чудеса, но еще были просто лицами еврейской национальности. То есть Бог взял народ из народа, группу людей такого же внутреннего содержания, и повел в пустыню, чтобы сотворить самое главное чудо – сделать свой народ. Мы с вами тоже взятый народ из народа, из язычников, но еще не народ Божий. Знаете, почему еще не народ Божий? Потому что нас раздирают сомнения и страхи. Смотрите, если мы на этой земле пытаемся благополучно устроиться, это мышление раба. Если на этой земле мы с вами являем славу Божью, мы свободны. Бог сделал себя невидимым на этой земле. Никто не может из живущих на земле сказать: «Я видел Бога». Даже те, которые встречаются с Ним в видениях и в сновидениях, во всяких формах вразумления, не могут сказать, что видели Бога, потому что Бог свой лик не открывает, пока мы на земле. Но Бог сотворил свой народ, чтобы мы, как зеркало, отражали Его славу, и таким образом Он становится видим другим. Вот это наша миссия. Быть носителем Его славы. И на это способны только свободные люди. Потому что быть носителем Божьей славы требует абсолютного послушания Богу. Это больше, чем рабство. Это добровольное желание. Услышали меня, да? Значит, свободному человеку нужно работать гораздо больше. Тишина. Свободному человеку нужно работать гораздо больше, а раб ленив. А значит, к свободе раб не стремится добровольно. И когда мы говорим о нас, мы говорим о том, что нас настиг Господь в том месте, где мы находились. Настиг. Бог сверхъестественное действие сделал по отношению к каждому из нас, и потому мы оказались здесь. Точно так же было с евреями.
из двух сотворю одно. Из двух народов, еврейский и христиане, сотворю одно во Христе Иисусе. Так написано в одном из посланий. Правильно? И миссия – реализовать себя в Боге. И у того народа, и у того, и у другого. Когда мы реализуем себя в Боге? Только на воскресном богослужении? Когда? Когда будем ставить перед собой цель спасения многих. Не только мое собственное спасение, не только спасение моих детей, но спасение дальних и ближних. Только тогда мы реализуемся в Боге, и только тогда мы являемся носителями и отражателями в этот мир Божьей славы. Божья слава просто, она очень тяжелая, она имеет вес. И если мы с вами не тренируемся и не готовы ее понести, она может раздавить. И таких историй очень много в жизни людей. Поэтому раб никогда не ставит перед собой задачу. Ему достаточно Бога чудес. Увидел чудо – хорошо. 2 чуда увидел – еще лучше. Мурашки побежали по спине. Достиг цели. Наша цель не видеть чудеса. Наша цель – видеть спасенные души. Вот тогда мы будем исполнены славы. Значит, верить в Бога – это критерий твоей состоятельности. То есть ты состоялся как личность, потому что у тебя есть оценка. Ты веришь в Бога. Вы знаете место Писания, которое говорит о том, что верующему возможно все. Я на этой неделе, у меня было несколько вопросов к Богу, я молилась и заснула. Господь дал мне сновидение очень интересное по поводу веры. Я делилась сегодня на нашем собрании. Действительно очень интересная картина. Показано, я захожу в помещение, где есть несколько верующих людей. Но я обратила внимание в сновидении на то, что одежда очень специфическая. Я знаю, что это верующие люди, я их знаю по именам. Одежда очень специфическая. Есть, как у священников, верхняя одежда и нижняя одежда. И в нижней одежде присутствует такая ткань, она прозрачная, но в то же время она влияет на форму внешней одежды. Мягкая, прозрачная, почти незаметная, но она влияет на форму внешней одежды. И я спрашиваю, а что это такое? И мне отвечает Господь, это вера. И я смотрю, все присутствующие в этой комнате имеют такую же одежду нижнюю. Я говорю, вау, как здорово, у всех вера. И иду дальше, в другое помещение, там работа предстояла какая-то. Через время я возвращаюсь в эту комнату, там эти же люди находятся, но эти люди уже не одни. Этих людей мучают бесы, истязают бесы. Говорю, я не поняла, Господь, что происходит? Это же верующие люди, я точно знаю, у них есть эта одежда. И когда я зашла, эти существа, они сразу посмотрели на меня и так мобилизовали, чтобы прыгнуть. Но мне некогда было, у меня было очень короткое время, я должна была сделать определенную работу, ради которой я зашла в эту комнату. И мне нужно было пройти через всю комнату по диагонали, я иду, чтобы сделать эту работу, а по дороге размышляю, что происходит. И, то есть я иду и делаю дела веры. Эти существа не смогли даже приблизиться ко мне. Они фыркали в стороне, делали какие-то гримасы, чтобы напугать, там, какие-то вот проявления, но не могли приблизиться ко мне. И я внутренне так делаю для себя отметочку. Сделал то дело, которое
должна была сделать, возвращаюсь и перехожу в другую комнату. Дальше продолжать работу. И задаю вопрос Господу: Господь, а что? Что произошло? Что не так в жизни этих людей? У нас же одинаковая одежда. То есть одна и та же платформа, на которой мы с вами стоим. У всех одинаковая. У всех одинаковое начало. Чем отличается наше хождение? Нашим выбором. Чем отличается итог нашего хождения здесь на земле? Нашим выбором, суммой наших решений. И Господь мне ответил, что у этих людей есть страхи. Разные, у каждого свой. Но эти страхи являются разрешением, дверью, через которую могут приходить мучители. Вот такой фрагмент. Абсолютно реально. Человек становится другим существом, когда верит в Бога. И самореализоваться может только в этом случае. И вера абсолютно реально хранит человека, потому что позволяет человеку пользоваться всеми благами, которые Бог приготовил для него. Почему Израиль не вошел в землю обетованную, то поколение, которое вышло из Египта, не вошли в землю обетованную? Потому что они искали доброго хозяина. Они не уверовали в могущество и силу и любовь Бога. Даже когда стояли у границы, даже когда Бог им дал слово, а Бог всегда свое слово сопровождает благодатью на исполнение этого слова. Мы же не своей силой делаем. Мы не своей силой благовествуем, мы не своей силой молимся. А если своей силой, то это религия. Мы не своей силой помогаем, мы не своей силой исцеляем. Мы не своей силой движемся и существуем во имя Иисуса Христа. Это силой Духа Святого. И только тогда это вера. Если я что-то могу делать своей силой, я просто религиозный человек. И у меня хороший хозяин. Я раб. Кто я? Тварь смердящая или право имею? Очень часто мы так стоим, имеющие право. Но Моисей тоже не вошел в землю обетованную, если вы помните, да? Но у них были разные причины. И разные отношения с Богом. И разное время было отведено для каждого из них. Но это другая история. Значит, возлюбленные, как вы можете оценить, состоялись вы как личность или нет, есть ли у вас вера? Если она есть, вы состоялись. Потому что все остальное – это ваша работа. Когда вы творите дела, какие дела? Мама дорогая, вас раскачать-то можно? Вроде как камни живые должны быть. Или младенцев позвать, чтобы показали, как нужно реагировать. Люди! Аллилуйя! Конечно, это может стать свободным. Может. Мы же были рабами? Были или нет? Были. Но мы стали свободными. Стали. Аллилуйя. Мы стали свободными во Христе Иисусе. Это акт нашей воли. Все остальное делает Господь. Я только принимаю решение. Вот чудо, которое мы переживаем с вами, самое главное чудо спасения, это акт нашей воли плюс сверхъестественная сила и любовь Бога. И мы новое творение. Хотя одежда та же, нос не поменялся, цвет глаз тот же, все то же самое, но внутренне мы новое творение, способное реализовать славу Бога здесь, на земле. Это другой образ жизни. Совершенно другой.
Свободные люди – это люди, которых никогда нельзя поработить. Никому. Потому что эти люди вне системы. Вне политической системы, вне национальной системы, вне религиозной системы. Свободные люди – это люди Божьи. Это собственность Бога. И если свободный человек заявляет о своей принадлежности к Богу, Бог никогда от него не откажется и всегда свою собственность сохранит. И Иисус Христос придет за своей собственностью, за своей невестой, с которой обручен, и придет достаточно быстро. Я в это верю. Я это вижу. Я к этому готовлюсь. Каким образом я готовлюсь? Я стараюсь сделать все, что Господь мне поручает. Все абсолютно, чего бы мне это ни стоило. И все. Вот это есть от древа жизни. Есть река, которая течет от престола благодати. Когда ты приходишь к престолу благодати, а потом отходишь от престола, ты уже идешь не ногами, а ты течешь в этой реке, в этой воде. И эта вода несет тебя, течение сильное. Ты можешь отплыть на берег подышать, но ты потеряешь течение. Что-то, в чем ты должен участвовать, уйдет далеко впереди. И догонять тебе придется очень и очень с большими трудностями. Практически невозможно. То есть ты будешь участником, но участником уже других дел. И других возможностей. Потому что к каждому делу Богом приурочены таланты, Богом приурочены дары, Богом приурочены возможности. И когда мы выпрыгиваем из Божьего для нас с вами определения на онный день, не на всю жизнь, а на онный день, то мы теряем эту возможность. Вместе с ней мы теряем те таланты, те дары, то благословение, которое сопровождает участие в этом определенном деле. Я хочу сказать, что Иисус Христос, Он не случайно пришел на эту землю и пришел не ради того, чтобы помочь нам в наших нуждах. Я извиняюсь. Это слишком низко и слишком примитивно для Бога. Он, конечно, помогает нам в наших нуждах, но это только потому, что мы кроме нужд своих больше ничего не видим. Ибо у нас бы этих нужд бы не было, если бы смотрели на другие вещи. Но Иисус Христос пришел запланированно, когда пришла полнота времени, написано. Другими словами, Бог себя скрыл на этой территории. Он создал человека, который должен был делать Бога явным в этом мире. Человек немножечко споткнулся, и тогда Богу нужно было создать утробу, народ, в котором Он пришел бы телесно и искупил споткнувшегося Адама и его потомков. Это было запланировано изначально и распределено. Ну, если мы читаем книгу «Бытие», там все подняло. В один день Бог сотворил одно явление, в другой день другое, в третий третье, в шестой день сотворил человека с утра. По еврейской традиции. К обеду человек согрешил, после обеда уже был изгнан из Эдема. Как-то так. Теологи с этим согласны. Христианские теологи. И наступила ночь. И был вечер, и наступила ночь. И седьмой день еще не наступил. Седьмой день – это тысячелетнее царство. И мы живем во время ночи.
только солнце светит, но наше-то солнце Иисус. Это искусственный светильник. Это светильник для грешников. А наше солнце Иисус. И если Он нам не светит, мы во тьме. И если наш свет не светит перед людьми, мы во тьме. А как наш свет светит? Любовью. Если мы имеем общение друг с другом, тогда мы ходим во свете, написано в Писании. Так или нет? Поэтому приход Иисуса Христа абсолютно запланированная Богом акция. Вторжение среди ночи для решения проблем освещения. Хороший метод. Он пришел и зажег свет. А мы с вами этот свет сохраняем и умножаем. Как там советская власть? Это плюс электрификация всей страны. Но они же писали свой документ основания взаимоотношений на основании Библии. Они взяли все духовные законы оттуда. По этой причине было у нас настолько массово, была такая победа этого духа коммунистического, потому что это духовная вещь. И она захватила на основании духовных законов целые поколения, несколько поколений людей в нашей стране верили. То есть тот канал, который предназначается только для взаимоотношений с Богом и для реализации Божьего плана, он был задействован дьяволом совершенно в другом направлении. Понимаете, что значит проскочить мимо своего определения? Это предоставить свою площадку для других совершенно существ. Слава Богу, что он не дремлет, и слава Богу, что у него всегда есть план «Б» для грешника. Покайся. Наш план «Б» – это покайся. И обратись от дел прежних. И увидишь, как благ Господь. Аминь? Итак, возлюбленные, Бог звал евреев из рабства, чтобы они вышли и сотворили служение Ему. Бог призывает нас из рабства, чтобы мы вышли из прежнего образа жизни и служили Ему верою. Потому что наша вера побеждает мир. И вера действует любовью. А без веры Богу угодить невозможно. Ибо надобно, чтобы каждый человек, приходящий к Богу, веровал, что Он есть. И ищущий Его Он воздает. Мы с вами только тогда будем действительно счастливы. Только тогда мы достигнем момента развития личности, удовлетворенности внутренней и реализации всех своих талантов и возможностей, когда мы будем жить на основании веры. Веры в Господа Иисуса Христа, который пришел отпустить измученных на свободу. И в он запланированный в истории час Он придет снова. Но Он придет за невестой. И первый раз Он пришел для того, чтобы спасти мир, второй раз Он пришел, чтобы судить мир. И наш выбор, на какой стороне мы будем стоять. Под каким деревом мы будем в прохладе ожидать жениха. Под древом жизни или под древом познания добра и зла. От каких плодов мы будем есть? С древа жизни или с древа познания добра и зла? Это наше все. Сегодняшний день – это наше все, это наш выбор. Это наше будущее, это наша вечность. Поэтому, возлюбленные, я вас призываю. Я запомнила время. Значит, пытка проповедью закончена. Я вас призываю быть людьми реализованными. Сейчас будет вот эта неделя. Она в православии называется Страстная неделя.
То есть люди верят в то, что в течение этих дней огромное количество страстей, похотей и других явлений будут атаковать человека. И все только для того, чтобы его искушать. Возлюбленные, давайте жить по Евангелию. Аминь, аминь. И Иисус Христос с собою все это пригвоздил к кресту. И если Иисус наш Господь, если Христос действительно наш Господь и действительно Он воскрес, то тогда эта неделя – это неделя радости. Это неделя победы, это неделя торжества. Аминь, аминь. И любое оружие, которое будет восставать на вас в эти дни, или любой язык, который будет обвинять вас в эти дни, вы имеете силу и власть угасить и остановить. И прославить Бога, и принести Ему плод в 30, 60 и 100 грамм. Аминь. Крат. В 30, 60 и 100 крат. И в следующее воскресенье вы придете на богослужение со своими плодами, с людьми, которые где-то по какой-то причине забыли, куда прийти прославить Бога. А может быть, и не знали. Может быть, просто первый раз вы кого-то приведете. Но порадуйте папочку. Порадуйте. Потому что великое поручение никто не отменял. Аминь, аминь. Оно будет до самого скончания века. И пока дверь для язычников открыта, а там щелочка уже осталась, потому что Израиль поднимается, Израиль пробуждается, а значит дверь для язычников на котюбе практически. Осталось только подтянуть крючок. Успевайте прошмыгнуть и протащить еще с собой. Человек 300 каждый. Я не шучу. Надо брать большие цели, великие задачи. Ну, как свободные люди. Аминь. Я вас благословляю. Не знаю, вдохновила я вас или нет, но эта неделя должна вас пройти в танцах и в радости, в победе и в благовестии. И в следующее воскресенье, когда мы встретимся, чтобы это был праздник, и вся вселенная ликовала вместе с вами. Аминь. Аллилуйя. Огромное спасибо, Наталья, за слово. Аллилуйя. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя. Спасибо. И также мы на этой неделе будем делать добрые дела. И у нас есть проект, который Господь дал через пасторов. Это Пасха. Каждый дом, да, радость в дом. Пасха – это радость в дом. То, что мы собирали вот эти дни, и мы сегодня также соберем, и у кого будет на сердце, да, там мы будем собирать продуктовые наборы, и я выйду на управу, и мы с ними еще там переговорим, и как эта встреча будет, потому что, скорее всего, мы по домам не поедем, скорее всего, они в одном месте соберут этих людей, потому что сейчас вы видите, да, это опять поднимается, и мы уже предварительно с ними разговаривали, и они сказали, скорее всего, в одном месте соберут они там, мы там привезем, и, скорее всего, может, что-то скажут, и вручим эти. Давайте мы тогда будем еще прославлять Господа, и тогда сокровища наши пойдут, и вы будете давать то, что как вам показывает Господь.